По-прежнему под водой остаются 4 татарские деревни Вагайского района Тюменской области. Накануне мы сообщали, что там введен режим чрезвычайной ситуации. Больше всего от наводнения пострадало татарское село Тукус. Здесь под водой оказались 155 домов, эвакуированы более 300 человек. Куда разместили пострадавших и какая помощь им оказывается, знает София Хайруллина. Село Тукус продолжает жить в режиме чрезвычайной ситуации. Домашние животные, птицы, скотина спасаются на чердаках или на плотах. Такой большой воды в реке Агитка не было больше 10 лет. Под водой до сих пор остаются 155 домов. Вот на виду все пострадало. Біз көтерттік мебельдеріне. Мебельдер барсы да алынған. Судағы кредитқа. Кредитмен все выплачиваю, а мебель новый уже плавает в воде. Алайман? Пострадавшие от паводка жители Тукуза остаются в пункте временного размещения в здании сельской школы. Занятия учеников отменены до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Сейчас здесь нашли приют 48 человек. В каждом классе по 6-10 пострадавших. Для них организовано бесплатное трехразовое питание. Сотрудники МЧС дежурят в Тукузе, помогают местным жителям спасать имущество, фотографируют затопленные дома для последующей оценки ущерба и выплаты компенсаций. В местном магазине пошли навстречу жителям. На время паводка продукты продают со скидкой. Самый ходовой товар – рыбацкие резиновые сапоги. В Казани, Тюмени и Тобольске открыты пункты сбора помощи пострадавшим жителям Тукуза. В пункты сбора гуманитарной помощи тюменцы несут вещи, предметы гигиены, продукты долгосрочного хранения. Вот здесь макароны, крупы, растительное масло. Татарские национально-культурные общественные организации, Ассоциация содействия татарским предпринимателям объединились в оказании помощи. Она будет не только материальная, но и консультативная. Общественники помогут пострадавшим от наводнений в оформлении документов на получение компенсаций. По данным МЧС, уровень воды в Агитке на сегодняшний день упал на 25 сантиметров. А вот в реках Вагай и Иртыш вода продолжает прибывать. Некоторые населенные пункты отрезаны водой. Там затопило дороги. Организовано на сегодняшний день в районе около 11 лодочных переправ, которые перевозят в светлое время дня людей в ту или в эту сторону. Чтобы не затопило районный центр, набережную вдоль реки Вагай протяженностью 880 метров искусственно подняли на 1 метр 20 сантиметров, местами до 1,70 м. София Хайруллина, Рамиль Нигматуллин, ТНВ, Тюменская область. Братская помощь для сибиряков. В Казани сегодня начали сбор гуманитарной помощи для жертв наводнения в Тюменской области. Чем пострадавшим готовы помочь татарстанцы, знает Дмитрий Аринин. Я как узнал про наводнение, сердце дрогнуло. А руки тут же взялись за дело. Бизнесмен Эдуард Алиев одним из первых внес свою лепту для жертв сибирского наводнения. Это только первая часть. Сейчас еще и теплые вещи. И еще принесем продукты. Для сбора гуманитарной помощи в Казани открылись 4 пункта. Все они при мечетях. Марджани, Ердам, Имам-Нуры и Закабанной. Установили ящик для пожертвования садака, который в дальнейшем будет перечислено на расчетный счет и отправлен непосредственно для нуждающихся. Такой экстренный сбор помощи в Казани инициировала Мунира Сагидуллина, уроженка затопленного села Тугус. О трагедии женщина узнала из телерепортажа, где показали: вот ее деревня, вот и дом родной, под водой. Это было страшно смотреть, я не могла оставаться. То есть, как моя деревня может оказаться под водой? Я стала организовать вот такую акцию, хотя бы народ информировать. Для пострадавших сибиряков казанцы уже принесли деньги, продукты питания, одежду, белье и даже игрушки. Принимать деньги и вещи для гуманитарной помощи будут до 28 мая. Потом все собрано отправят в Тюменскую область и там распределят среди пострадавших. Дмитрий Арин, Александр Мальцев, ТНВ, Казань.